Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал минимизировать в стране уровень загрязнения. Как это поручение выполняется у нас в Якутии, насколько охотно якутяне переводят свой транспорт на газомоторное топливо и как власти стимулируют такой подход. Спросим об этом у гостя студии, министра геологии и промышленности республики Максима Терещенко. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как же Минпромгеологии предлагает повысить экологичность в нашем регионе? Направлений много в работе с промышленными нашими предприятиями, потому что это вопросы факелов стоит, и отходов, ну и топлива, соответственно, использования. Да? Вот вы на этом сделали акцент, наверное, в этом направлении обсудим. Первое, это мы работаем с предприятиями о том, чтобы они воспользовались теми предложениями, которые есть по переводу техники с дизеля, бензина на газ, соответственно. Здесь эффект очевиден для экологии, поскольку на эту точку делаете акцент. Приведу такие сравнения, что по оксидам углерода, например, снижение, по окислам азота снижение в 2-3 раза, например. По углеводородам в 3 раза. По дыму, который выходит из труб автомобилей, по задымленности в 9 раз. Сажи, это тоже можно наблюдать, нет совсем. То есть вот такие просто простые, понятные цифры, как можно только с переводом транспорта на газ получить хороший эффект для нашей экологии. Но помимо этого, наверное, наших граждан еще как-то стимулируют для того, чтобы они перешли на газомоторное топливо? Ну, не только граждан, но и предприятия наши, и муниципалитеты. Вот с этим активно работаем. Сейчас, надеюсь, и город Якутск продолжим в этом направлении, хотя и другие наши районы тоже не то что в очереди, а проявляют собственную инициативу. Какие меры поддержки в этом направлении есть от республики и в этом году добавились от федерального Минэнерго? Первое – это средства на перевод техники на газ. У нас от бюджета республики при поддержке Арсения Сергеевича выделено 24 миллиона именно на перевод техники на газ. 24 миллиона нашим инвесторам на строительство новых заправочных станций выделено. При поддержке Государственного собрания ЛТУМН мы тогда выдвинули эту инициативу. У нас здесь вот скидка 50% на транспортный налог, а сейчас как раз время платить налоги. И многие, кто перевел свою технику на газ, я думаю, будут приятно не то что удивлены, а увидят вот этот эффект для них и по налогам даже. Максим Викторович, смотрите, у нас в столице региона чаще можно встретить все-таки легковые автомобили. Как проходит процесс смены на установку газобаллонного оборудования и во сколько это примерно обходится? На сайте Минпромгеологии, ну и мы стараемся в соцсетях эту информацию периодически публиковать, размещаем данные месторасположения наших авторизованных центров по переводу техники на газ. Почему важно, чтобы это был именно авторизованный центр? То есть он соответствует критериям. Например, один из них, что он должен перевести определенное количество автомобилей уже на газ, иметь соответствующий опыт. То есть, что человек обратится, эксперимент будет ставить не на нем, а опытные уже именно специалисты. Должно быть соответствовать по количеству постов перевода техники на газ, то есть чтобы снизить время ожидания. Ну и даже такой пример приведу, как комфортные условия в плане стоянки и места ожидания для клиента. Это из таких очевидных, понятных вещей. Человек обращается, и в принципе на уровне договора у него весь процесс уже упрощается. За субсидии обращается сам центр. Вот автомобиль легковой, вы делаете акцент, например, до 1800 килограмм весом, который, не знаю, вот мимо многочисленные машины проезжают, мы видим, что в основном это эта категория. Перевод порядка 100 тысяч рублей. Человек заплатит 10 тысяч, уже вопросами получения 90 тысяч и затрат берет на себя сам центр. 2 центра в Якутске уже есть, 1 центр в Мирном, Алмаздортранс, и в Якутске это вот буквально мы сейчас новый Саха-Автогазсервис уже проверен, и на прошлой неделе еще один добавился в этот список. Например, в стране и во многих европейских государствах наблюдается рост бензина, и многие автовладельцы как раз-таки жалуются на то, что топливо дорожает. А как обстоит дело со стоимостью именно природного газа? В принципе, давайте о бензине, могу сказать, и о дизеле. Сам проехал, тоже смотрел.
Дизель у нас, ну, я думаю, в сравнении все хорошо, да, доходит до 76,5 рублей. Ну, это вот только центральную, южную часть. Вот я сейчас проехал от маршрута Якутск-Нерюнгри обратно, соответственно. Есть и 72 с лишним рубля, это дизельное топливо у нас. 92-95 за 50 рублей, да, уже идет. Метан. Метан на заправках, например, Саханнефтегаз, у них 20,5 рублей. Есть заправки стоимостью метан до 23, ну, скажем, с половиной рублей. То есть есть и 21,50. Какая экономия? Ну, и в 2,5, и даже в 3 раза. О чем говорить? То есть если перевел всего лишь за 10 тысяч, то есть окупаемость, она, если постоянно человек ездит, может буквально пару месяцев составлять. Конечно, экономия действительно существенная. Но я думаю, для того, чтобы привлекать как раз-таки и граждан и предприятия по переходу на газомоторное топливо, в этом большую роль играют и такие проекты, как, например, был не так давно автопробег «Газ в моторы» по всей России. И, в частности, в Якутию тоже участники автопробега заезжали. Да, ну, тут еще раз спасибо вашему телеканалу, что вы поддержали в информационном освещении. Сейчас работаете с нашими гражданами. Для чего был нужен этот автопробег? Просто показать возможность, что техника на газе может проехать вот эти большие расстояния по нашей стране, что заправки есть. Для Якутии мы в очередной раз проверили, что вот те точки, которые в 2019 году определили по размещению наших заправок, они действительно соответствуют, они будут востребованы. И наглядно людям показали, что техника на газе востребована. У нас по стране уже несколько сотен тысяч автомобилей переведено на газ. Количество заправок порядка, ну, уже за 650 перевалило. То есть, ну, и у нас есть планы по развитию в Якутии. Ну, выбор очевиден, особенно при экономии для человека. Конечно. Ну а как планируется, если говорить о стимуляции предприятий и различных учреждений, переводить их на газомоторное Точно топливо? такой же подход. Субсидия до 90% на перевод, льгота по транспортному налогу. Если человек планирует, ну, инвестор, организация построить у нас заправку, мы даем, ну, вот сейчас по городу Якутск такое решение принимается, льгота по аренде земельного участка, льгота по налогу на имущество, льгота по, и, соответственно, ну, преференции и полное содействие подключению этого участка к газу. Максим Викторович, вот такой несколько наивный вопрос, но почему, скажем, лет 5-10 назад о газомоторном топливе не было так много слышно? Но ведь известно, что при добыче нефти выделяется определенное количество природного газа. Почему тогда не обратили внимания вот как раз на то, что можно его использовать в качестве топлива? Ну, перевод техники на газ, он на самом деле уже давно реализуется. Есть даже ряд стран, в которых этот процент от общего количество автотранспорта измеряется десятками процентов. Может быть, одно из направлений – это информационная политика. То есть надо было более доступно, понятным языком для людей, для компаний доводить эффект при переводе техники на газ. Важна, несомненно, была инфраструктура. Чтобы человеку, предприятию предложить, нужно построить такую заправку. Вот у нас сейчас в Якутии уже 9 заправок. Ждем декабрь, мы в пятницу сверялись с руководителем нашего инвестора компании, то есть в декабре будет еще одна заправка введена, ну и планируем дальше развивать. То есть, соответственно, у людей уже появляется выбор, появляется больше возможностей в перемещении даже только по республике, если техника на газе. То есть, ну, наверное, вот такая комплексная работа, ну и, конечно же, меры поддержки. Вот команда Сэн Сергеевича эту задачу выполняет, и я думаю, вот вы правильно сказали, 5-летний отрезок, вот в эти 5 лет очень серьезно все изменилось. А министерство заявило, что планирует в этом декабре открытие форума с участием крупных предприятий страны и Дальнего Востока. Будет ли на форуме поднята тема перехода карьерной техники и грузовых машин на чистое топливо? И возможно ли это? Спасибо за вопрос, может даже сказать предложение, да, в повестке форума. Действительно, мы приглашаем на 2 дня руководителей наших крупных предприятий, причем не только руководителей, но и главных геологов и руководителей по кадрам, потому что вопросы местных кадров, соответственно, будут вставать. А по технике на газ обязательно обсудим. Простой пример, если БелАЗ потребляет на 100 километров более тонны топлива, то есть, помните про экологию, я вначале сказал? Конечно. Там, по той же задымленности в 9 раз при переводе на газ ниже, при
стоимости топлива в 3 раза меньше, соответственно. И я думаю, сейчас вот в условиях импортозамещения наши производители оборудования значимо продвинутся вперед, и можно будет такую технику переводить на СПГ. Ну и то есть компании должны увидеть для себя, понять и уже сегодня оценивать этот экономический результат. Поэтому мы обязательно обсудим, где в точках, планы, еще раз покажем наши локации, где будут размещаться заправочные станции, где такие станции возможно, если компания захочет где-то в другой позиции разместить, мы тоже объясним, можем мы это сделать, нет, если да, то, соответственно, какие меры поддержки при этом будут. Поэтому обязательно обсудим. Хотя там вопросов еще будет очень много. И история и промышленности, и самое главное, перспективы, направления, где будем двигаться, направления геологоразведки, опять-таки кадров, о которых обозначаем, взаимодействие с населением, это вопрос социального сотрудничества и многие другие. Ну вот такой, наверное, вам еще вопрос, который, возможно, будет рассмотрен на предстоящем форуме. Если говорить об арктических районах, где топливо страшно представить, какой цене, возможно ли там, учитывая все и погодные, и природные условия, перевести на газомоторное топливо, автомобили, технику и прочее? Это одно из направлений, которое мы прорабатываем, но пока особо так не объявляем, потому что это история пока в узких кругах специалистов, именно специалистов. Топливо действительно там за 100 рублей может встречаться, что уж греха таить. Что здесь необходимо предусмотреть? Надо газ туда доставить. То есть, соответственно, баллоны, которые это расстояние выдержат. Нужна перевалочная система, потому что техника, которая повезет, то есть вопросы технического обслуживания, соответственно, это не должно быть экспериментальной площадкой, учитывая расстояние, на которое перевозить. Здесь мы движемся по такому направлению с учетом развития производства СПГ у нас в республике. Это сейчас котельные, на примере Качкацев, опытные котельные, которые переводим на СПГ. Наши люди учатся эксплуатации, выявляют все вопросы, которые необходимо решить. После понимания всей вот этой специфики мы, соответственно, уже понимаем, что в Арктике это понятно, это просто, это практично, это экономически эффективно, это экологично, и развиваем всю остальную структуру. То есть я не говорю, что это невозможно, это решаемо, просто нужно правильно к этому вопросу подойти и спланировать. Я благодарю вас, Максим Викторович, за интересную беседу и большое спасибо за то, что нашли для нас время и стали гостем нашей студии. Спасибо вам. Я думаю, еще, поскольку возможность есть, 1,5 месяца впереди практически, что многие люди, предприятия примут для себя решение, уже в этом году перейдут на газ и начнут экономить. Да, будем надеяться. Спасибо. Ну а я напомню, сегодня мы говорили о газомоторном топливе в республике. У нас в гостях был министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко. Вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя и до встречи в эфире.